Стосовно, до речі, того, що там на болотах відбувається, там зараз секунду. Там так само наші безпілотники наводять галасу. У них, наприклад, може там 1,5-2 дні бути план ковьора, відповідно, тривога в якійсь там Тульській області, Курській чи Брянській. Цієї ночі так само. Вони дуже панікували у соцмережах, тому що до 1000 дронів в найближчі 4 дні Україна може запускати хвилями. І це, мовляв, для нас дуже погано. І, до речі, Рильськ уже по своєму Рильську напередодні приймав перші удари. От у Московській області є відеопідтвердження, там фіксують вибухи. Вибухи, причому і від збиття ракетами, дрон ракетами. Ну от ми ж таке проходили і від прямих влучань, але про влучання окремо. Ми про збиття дрони ракетами проходили ще, коли перші шахеди тільки з'явились. І ми тоді чи не через тиждень визнали, що ну ракет треба, вибачте за таке не телевізійне, але мені здається, ютубне слово, до хрена, ну щоб всю цю кількість дронів винищити. І ми перейшли на мобільні групи вогневі, перейшли на гелікоптери, якими треба збивати, і так далі. Вони, я бачу, гелікоптери то використовують, але і ракет чимало використовують. Це виходить ефективно для того, щоб не просто ослабити, а знекробити ворожу ППО. Ну, така кількість дронів, я маю на увазі, з нашого боку. Ну, в первую очередь скажем, что Россия признала эти атаки, и это уже сигнал о росте уязвимости объектов, которые находятся глубоко в тылу России. Так что, ну, на данном случае они находятся на этапе, когда в Украине началась полномасштабная война, и мы не знали, как себя, когда Россия начала использовать шахеды, мы не знали, как себя вести, избивали их ракетами. Потом были созданы мобильные группы, которые очень эффективны. Я думаю, что это выход для Украины из ситуации, создать больше мобильных групп, которые могут сбивать шахеды и которые сбивают практически шахеды. Понимаете, что цена одной ракеты Патриот намного превышает цену шахеда. И вот эта несоответственность, она не может дать нам возможности использовать ракеты для того, чтобы сбивать шахеды. Русские к этому еще не привыкли, они будут пока еще думать, как сбивать дроны, которые улетят в их сторону. И они на уровне развития. С нашей же стороны, мне кажется, что намного интенсивнее нужно наращивать вот эти мобильные группы. Они очень хорошо работают, они приносят огромную користь. Это экономия и снарядов для наших ПВО, которые приоритетно должны сбивать баллистические ракеты и крылатые ракеты. И это возрастит нашу боеспособность в воздухе. Так что для Украины вот самый важный момент – это больше мобильных групп. Столько же, сколько, скажем, стреляют за ночь шахедов, чтобы в день могли защищать каждый большой город.